Здравствуйте, друзья! Ну что ж, пришло время сделать небольшой видеообзор по электровелотрайку, то, что было у меня сделано. Наберитесь терпения и, наверное, поехали. Вот так он сейчас выглядит. Давайте поближе. Ну что, смотрите, поставил какие-то убогие зеркала. Это были в гараже нашел зеркала заднего вида от семерки. И вообще в начале это была рама электровелотрайк. Сейчас он обрел некого рода корпус, сиденье для детей, багажник и светотехнику. Ну что ж, раз назад пришли, давайте сзади начнем. Крыло, кстати, тоже сделал. Багажник. Вот он так открывается. Сделан из карпета и из фанеры. Остальное все из пластика. Здесь два отсека, чтобы можно было продукты питания положить или еще что-нибудь. Сверху на бонусом можно пиццу положить. Чуть попозже хочу сюда еще замочек сделать. Кодовый замок какой-нибудь. Не знаю, посмотрим. Вот давайте проверим. Как будто мы из магазина только вышли. Прикупились. Вот все это вовнутрь помещается. В этом мешке где-то 2,5 килограмма. Сколько можно загружать? Но в принципе не так много, потому что дно тоже из пластика сделано ради облегчения. Вот. Сверху можно возить инструменты. Так, что еще? Сиденье я обшит тоже из фанеры, обшит из старого чехла, автомобильного чехла. Снизу дно металлическое. Лобовуха оргстекло 1,5 миллиметровое. Вот таким образом я его приклепал. Скорее всего, я его еще сантиметров на 10 уменьшу, дабы у меня трайк влезал в мою машину. Задний ход поставил вот сюда вот переключатель. Вначале он был внизу. Также сделал для быстрой зарядки велотрайка возможность вытаскивания шнура. Я это ранее показывал, где-то есть подробнее видео, чтобы можно было сразу, не вынимая аккумулятор, около дома заряжать. Вот так протянул и подключил. Правда, нужно еще вот здесь вот подключить. Так, вот. Все, пошла зарядка. Заряжается часа 4 примерно. Ну и что дальше? Допустим, зарядили мы. Отключили. И там есть кнопка. Тоже чуть-чуть неудобно получилось, но ничего страшного. Которая тянет наш шнур. Вот таким образом. Второй рукой немножко помочь. Вот. Саму зарядку сюда поставил. Все электрические кишки проходят внутри вот этого белого кабель-канала. Что-то уходит сюда, это на тормоза. Что-то туда, это свет. Все провода внизу. И задний ход сюда. И что-то на руль. Видите? Много всего. Управление светом сделал отсюда. Включил, выключил свет. То есть вот здесь все включается. Так, что еще? Пока со светом чуть попозже. Еще я сделал
защитный кожух. Здесь защитил цепь. И плюс еще сделал... Так, сейчас включим. Натяжитель. Если кто помнит, у меня при большой нагрузке сзади что-то щелкало. Я не знаю, что. У меня такое мнение, что цепь просто проскакивала на звездочке. Попозже я проверю, это натяжитель устранил этот дефект или нет. Хэштег вот такой вот запилил. Покрасил с помощью трафарета. Спасибо Александру Иванову из группы Фанерка с Сыктывкара. Он мне вырезал вот такие вот хэштеги на лазерном станке. У себя пока такой станок я не имею. По этому хэштегу можно найти все мои видеозаписи и обычные посты ВКонтакте и на Ютубе. По подвеске я уже писал, но еще немножко покажу. Давайте с этой стороны, потому что здесь тормозуха. Вот эти коромысла сварены из трубы 20 на 20. Ступица вырезана на станке из дюралюминия 12. Тормозные суппорта. И отсюда идет у меня датчик тормозов на руль. Вот как-то так. Такой же датчик стоит сзади. Вот он легко цепляется на трос. И все нормально работает. Если кому-то что-то кажется неаккуратным, строго не судите. Это у меня первый такой прототип. Ну что ж, давайте, наверное, к электрике. Может, кому-то это интересно. Сам трайк включается. Так, здесь мы выключим. Это уже ни к чему. Здесь есть вот ключ зажигания. И трайк включается вот тут вот долгим нажатием. Свет работает независимо от того, трайк включен или нет. Само электропитание именно по осветительной части включается вот тут вот одним нажатием. Вот. Здесь дудка нарисована, это сигнал. И поворотники. Левый, правый. Сейчас покажу. Левый как работает. Спереди, честно говоря, не очень видно, оказывается. Габарит немножко перекрывает свет. Ну да, бог с ним. Почему габариты вообще поставил? Потому что вот эти фары слишком близко друг к другу. И когда темно, весь габарит трайка не виден. Можно кого-то зацепить. Сзади вот такие фонари. По-моему, неплохо. Тормозуки тоже работают, когда нажимаешь на тормоз. Сейчас, к сожалению, некому показать. Но давайте вот тут вот я нажму. Вот. И еще тормоз включается. Почему я поставил именно вот такое вот небольшое управление? Потому что до этого, что у меня было, там очень неудобно включать было поворотники. Поэтому я на Алиэкспресс купил вот такое управление и все переделал. Что еще? Ну, не знаю, может кому-то вот эта тема тоже интересна будет. Здесь я сделал себе музычку. Вот такие колонки прикупил, которые просто так не утащишь, они там закреплены. Можно включить вот так вот и ехать слушать. Play by TF card.
музыку. По-моему, нормально. Тут еще USB. Можно телефон заряжать. Можно и зарядить вот эту колонку. Там показывает вольтаж. Но вольтаж показывает не у аккумулятора, а сеть 12 вольт. Так, уменьшим немножко громкость. Вот. Здесь еще небольшую площадку сделал, чтобы можно было телефон поставить. Ну, просто когда едешь, вдруг кто-то позвонил, неудобно засовывать обратно в карман, и быстро вот сюда положил. Хотел вначале поставить с правой стороны, но карты чуть-чуть не так сошлись. По электрике еще немножко расскажу. По идее, вот эти фары, они рассчитаны для электровелосипедов. Для обычных велосипедов вообще. То есть и левый, и правый поворотник. Они работают от пальчиковой батарейки. То есть вот здесь крышка снимается, и там можно поставить пальчиковую батарейку. Вот. По идее, они работают и без сети. Ну, то есть не обязательно мне включать электрику. Вот. Но здесь батарейку я пока не поставил. Я не знаю, что будет, если постоянно будет сюда идти ток. Не знаю, аккумулятор сюда надо будет поставить. С этим я попозже разберусь. То есть, что я вообще хотел сказать, сумбурно может быть. Когда все электропитание обесточено, можно, по идее, ехать на мускульной силе. При этом эти фары тоже, в принципе, должны гореть. Вот. Но у меня пока не так. Я эту функцию отключил. Включу, наверное, попозже. Ну, наверное, все на сегодня. Вот. Этим я занимался, можно сказать, по чуть-чуть всю зиму. Ну, где-то час, где-то 2 часа где-то потрачу в мастерской. Вот. Тесты будут попозже. Выеду, может, завтра, послезавтра. Вот. Так что покатушки смотрите дальше. Их будет много. А вот такой обзор, ну, не знаю, наверное, снимать я больше не буду. Потому что больше нечего. Вроде бы все рассказал, что можно было. Да. По крыше, наверное. Многие думают, что, по идее, я крышу хотел еще сделать сюда. Но крышу я делать пока не буду. С этим я повременю. По некоторым моим субъективным причинам. Ну что, все, наверное. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, общайтесь. Ребята, я вспомнил, короче. Вспомнил, почему я отключил возможность света, когда все обесточено. То есть, почему я убрал отсюда аккумуляторы и батарейки. Потому что здесь есть этот тормоз, ручной тормоз. То есть вот, ну, жалкого подобного рода ручного тормоза, но в принципе он держит. То есть если вот убрать ручной тормоз, то все едет. Ручник вот такой вот, сюда вот нажимаешь тормоз, и снизу нужно нажать вот на этот болтик и отпустить. И все держится. Просто если бы у меня были там батарейки сейчас, у меня стопак горел бы. Вот, стопаки бы у меня сейчас горели. Вот поэтому я его и отключил временно. То есть либо сюда нужно тумблер делать, либо что, не знаю, но пока такое решение. Еще немножко об идее, ну, такого аппарата расскажу. В общем, эту идею я увидел в Ютубе в прошлом году. Там были 2 аппарата. В общем, зарубежные аппараты. Один из них называется Elf, и второй Pebble. Вот. Я просто просматривал видеоролики в Ютубе и наткнулся на интересный ролик, типа
там топ самых классных электровелосипедов в мире. Или топ-10 такие вот видео. Я люблю смотреть. И вот нашел там идею эльфа. И дальше покопался и подумал, почему у нас такого нету. И я вот решил попробовать такое сделать. Ну вот смотрите. Вот идеи. Я их распечатал. Вот это Pebble. Есть еще такой же эльф. Ну, здесь с кабиной. Но просто для наших дорог тут есть некоторые недостатки, которые я хотел устранить. У эльфа так вообще заднего хода, например, нету. А здесь нету передней подвески. Да, конструкция здесь как бы проще вроде бы как. И легче, потому что здесь алюминий используется. Но это уже почти, так сказать, образцы там, производственного масштаба. Правда, на этот проект они тоже, это тоже стартап, по идее. Было выпущено 3 штуки. И цена, конечно, не маленькая. По краудинвестингу или про краудфандингу, не помню, искали, ну, собирали деньги эти ребята. Не знаю, как дальше у них судьба сложилась. Но я эту идею взял себе и хотел что-то типа такого сделать для себя. И показать народу, что это, в принципе, можно сделать в гаражных условиях. Да, можно. Вот такая идея трансформировалась в такую вот русскую коми-идею. С некоторыми улучшениями по сравнению вот что здесь. Здесь кабина, и это класс. Ну, и алюминиевая рама. Так это высокий клиренс, ничего не мешает. То есть ног вообще не видно. Например, там ноги на улице, холод заходит и так далее. Ну и вся грязь будет заходить, вода после дождя. Потом задний ход, колеса от фэтбайка толстые такие, я бы еще и наперед поставил. Да еще и бы славянку бы поставил на все 3 колеса. Это вообще было круто. Ну и, конечно же, передняя подвеска. Передняя подвеска, ну, его нигде нету, ни в одном из моих просмотренных проектов. Ни здесь, ни в Вельфе.